Хафиз Гаязович, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня такой значимый день, 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Мы тоже сегодня с вами стоим возле его памятника, наблюдали за тем, что вы возлагали сегодня цветы, и даже несмотря на самоизоляцию, не могли пропустить вот такой значимый день. Вот помните ли вы, чтобы раньше было такое, что вы пришли в маске здесь и встречали день рождения Ленина возле его памятника? Конечно, нет. Мы же не можем перенести юбилей великого вождя пролетариата, основателя коммунистической партии, создателя советской власти. Его перенести нельзя. Спокойно мы пришли, возложили цветы, отдали дань нашему великому вождю. Между прочим, он основатель и подписал декрет о создании татарской, автономной, советской, социалистической республики, юбилей которого мы будем отмечать в этом году. Хафиз Гаязович, ко дню рождения Ленина приведен в порядок памятник, который установлен в самом центре города в его честь. Кроме того, отремонтирован ДК Ленина, музей Казанский, и большая работа проводится в Ленина-Кокушкино. Скажите, пожалуйста, как сейчас изменилось семейное гнездо вождя пролетариата? Десятки тысяч наших гостей посещают его, особенно с зарубежных стран, в том числе Китая. Мы недавно повели туда 36 детей, из них 17 знает Ленина. Они удивились о том, что в нашем городе есть прекрасный музей. Кстати, принято решение Президиума Центрального комитета КПРФ нашему музею, прекрасному музею улицы Ульяновых, присуждена Ленинская премия. А как берегут память о Ленине в районах? Сохранились ли колхозы имени Ленина? В Высокогорском районе есть совхоз имени Ленина. 5 таких есть имени Ленина. Восстановили памятник в Рыбно-Слободском районе. Восстановили памятник в Мусьемском районе. Я должен слово благодарности сказать и главам, особенно Менделеевска, сквер Ленина и памятник. Восстановили памятник в Нурлатском районе. Учиться, учиться, учиться – это, наверное, главный совет Ленина, который помнит каждый современный школьник. А какие еще идеи сохраняются по сей день? Решение национального вопроса. Решение повышения, уровня жизни людей. Маркс, Энгельс, Ленин говорили, Сталин, что нужно человеку? Конечно, жилье. Что нужно человеку? Рабочее место. Что нужно человеку? Конечно, одежда. Что нужно человеку? Культурные потребности. Коронавирус показал о том, что надо учиться, как сказать, еще раз учиться. Сегодня в республике не одна партия коммунистическая. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какая из них лучше хранит идеи, которые закладывал Владимир Ильич Ленин? Я не знаю вторую коммунистическую партию. В стране и в Татарстане есть только коммунистическая партия Росфедерации, его региональное отделение. Ленин ведь в душе наших людей. Его срезать, его протереть нельзя. Спасибо вам большое, Хафиз Гаязович. Пожалуйста. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.